Здравствуйте, уважаемые участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Сегодня у нас пройдет анализ, разбор олимпиадных заданий, которые были представлены на региональном этапе. Будут представлены анализ работы, представлены типовые ошибки и возможные решения задач. Поэтому сейчас рядом со мной находится председатель жюри регионального этапа Олимпиады по экономике Швецова Ирина Николаевна. Я передаю ей слово, она проведет этот вебинар. Добрый день, дорогие ребята, их родители, учителя. Наш сегодняшний вебинар посвящен вопросу разбора олимпиадных заданий и критериев оценивания по дисциплине экономика. Со мной здесь рядом находится мой коллега, член жюри Некрасова Галина Андреевна, и она вместе со мной примет участие в вебинаре, и вы можете нам двоим задавать все необходимые и интересующие вас вопросы. Мы начнем, я думаю, разбор олимпиадных заданий с первого тура олимпиады. Это тестовые задания для 9 класса. Затем посмотрим тестовые задания для 10-11 классов. Так, вот перед вами задание, тестовые задания для 9 класса первого тура. На тест включал в себя несколько частей. И в первой части теста были 5 вопросов, формат ответа которых верно-неверно. И правильный ответ на каждый вопрос оценивался в 1 балл. Перейдем к более подробному разбору каждого тестового задания. Так, в первом вопросе нужно было определить, что происходит при увеличении числа фирм на рынке. При увеличении числа фирм на рынке равновесная цена всегда уменьшается или нет. То есть данный вопрос требовал логического рассуждения и рассмотрения одной из ситуаций на рынке, и в частности в условиях совершенной конкуренции не всегда при увеличении числа фирм на рынке происходит изменение равновесной цены. Второй тестовый вопрос – это вопрос на знание, что же такое акции и вообще любые другие ценные бумаги. И правильный ответ в данном тестовом вопросе это нет, поскольку акция – это бессрочная ценная бумага. Далее, третье тестовое задание заключалось в том, чтобы сравнить сравнить валовый внутренний продукт одной страны по сравнению с другой в ситуации, когда разные темпы прироста этого валового внутреннего продукта. Вот, правильный ответ – это да. Действительно, через 100 лет ВВП страны А будет больше ВВП страны Б. И при ответе на данный вопрос необходимо, конечно, сделать акцент на умение математически вычислить вот эти темпы роста валового внутреннего продукта и сопоставить их двух стран. Так, далее, четвертый тестовый вопрос касался среднемесячной заработной платы. И правильный ответ в данном тестовом вопросе – нет. То есть необходимо было знать, каким образом рассчитывается средняя заработная плата, и обратить внимание на то, что уровень средней заработной платы в принципе не говорит о том, какая часть населения получает зарплату ниже или выше средней. Пятый вопрос также носил так называемый знаниевый характер, и нужно было дать определение, что же такое кэшбэк, и правильный ответ на пятый тестовый вопрос – да. Затем часть вторая, то есть это вопросы уже более сложные, соответственно,
В этой части предусмотрены были 5 вопросов, и каждый из них оценивался в 3 балла. Наиболее простым в данной части второй тестовым вопросом был вопрос 6, когда можно было выбрать область, на которой была присуждена Нобелевская премия. То есть это вопрос в большей степени, конечно, эрудиции, знания того, что происходит в современном мире. И правильный ответ – поведенческая экономика. Далее, 7-й тестовый вопрос. Какую примерно долю ВВП России составляет мирового ВВП? Это тоже вопрос на знание действующих статистических материалов. И, конечно, рекомендация состоит в том, чтобы мы смотрели, изучали данные Всемирного банка относительно доли, относительно объемов валового внутреннего продукта и России, и мирового валового внутреннего продукта. И правильный ответ от 1 до 5. Далее. 8-й тестовый вопрос, довольно сложный. При ответе на данный тестовый вопрос нужно владеть знанием теории сравнительных преимуществ и, соответственно, понимать теорию обмена. И правильный ответ в данном 8-м тестовом вопросе 2. 9-й тестовый вопрос, где Аристарх поменял свои рублевые сбережения на доллары и так далее, произошел, потом снял полученные деньги с депозита, да, это вопрос уже финансовых расчетов, финансовых вычислений, и правильный ответ в данном случае это 3. То есть в результате его сбережения уменьшились менее чем на 1%. Так, и 10-й тестовый вопрос во втором блоке касается, опять же, финансовых вычислений и кредитования. Вот в данном тестовом вопросе необходимо посмотреть, конечно, ставку банковского процента, приведенную к единой базе, например, в годах или в днях, и затем уже обратить внимание, каким образом погашается основная сумма долга. И поскольку ставки банковского процента во втором и в третьем случаях, если переводить их в годы, будут достаточно высоки, то у нас остается 1-й и 4-й случаи, и вот именно 4-й случай будет верным ответом, поскольку происходит постоянное погашение основной суммы долга, что, соответственно, снижает базу для начисления процентов, и в результате переплата будет наименьшей. Далее мы переходим к части 3 тестовых вопросов. Они являются тоже достаточно сложными. И в данном случае нужно было обратить внимание, что правильным считается полное совпадение выбранного множества вариантов с ключом. То есть если, например, из 3 правильных ответов вы выбрали только 2, то этот уже вопрос не засчитывается. И правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 5 баллов. Так. 11-е тестовое задание про покупателя облигации. То есть в данном случае правильный ответ 4. И тоже это вопрос знания о том, что же такое ценные бумаги и какие права в данном случае облигация предоставляет одной из сторон. 12-е тестовое задание – это ситуация на рынке. И нужно определить, в какой из перечисленных ситуаций возникает дефицит товара. То есть в данном случае, может быть, нужно понимать логику вообще возникновения недостатка товара в том или ином случае, знать, в каком случае дефицит возникает, и правильные ответы на вопросы – это 1-й и 3-й. 13-й вопрос, возможно, сбил многих ребят, потому что все 4 варианты ответа являются верными, и они описывают снижение предложения товаров и услуг, а снижение предложения, соответственно, приводит к росту цены. Так, в 14-м тестовом задании, может быть, оно такое вот смешное, про тугриков, и нужно
определиться с вариантом бюджетной политики, чтобы обеспечивать снижение неравенства. И в данном случае правильный ответ первый, и нужно обратить внимание на то, что неравенство сокращается в случае, если, чтобы сократить неравенство, нужно, чтобы граждане с низким доходом выиграли больше, чем граждане с высоким доходом. То есть это основной посыл данного 14-го тестового задания. 15-е тестовое задание довольно-таки интересное и связано с вашим умением и знанием, конечно, понятия реального дохода, номинального дохода и индекса цен. В данном случае правильные ответы первый и четвертый. Далее часть четвертая тестовых заданий для 9 класса. Она включает 5 вопросов с открытым ответом. То есть первый вопрос в данном случае это не числовое выражение, да, там нужно дать определение термина, а далее уже вписать правильный цифровой ответ. И правильный ответ на каждый вопрос в данном случае в данных тестовых заданиях оценивается в 7 баллов. В 16-м тестовом вопросе нужно дать определение, нужно сказать, что это за определение, как называется рыночная структура, в которой присутствует один продавец, определяющий товар для всех потребителей. Практически все, в принципе, правильно ответили на этот вопрос. Это монополия, то есть, опять же, знание терминологии экономической, основных базовых экономических понятий и терминов. 17-й тестовый вопрос – это финансовые вычисления. Финансовое вычисление по депозитам, да, то есть на основную сумму депозита нужно начислить годовые проценты и примерно определить, когда же можно снимать сумму со вклада. В данном случае сложными формулами нет необходимости пользоваться, и правильный ответ 3. Далее, 18-е задание – это опять же вопрос альтернативной стоимости производства товаров. И правильный ответ в 18-м задании 2000. 19-е тестовое задание, где рассматривается экономика и населенная 2 группами жителей, есть спрос, есть предложение, и нужно определить значение параметра альфа в уравнении спроса по цене. Значит, в данном задании нужно было исходить из баланса спроса и предложения, но при этом спрос совокупный рыночный нужно было определять эту функцию, строить путем сложения функции спроса на продукты А и продукты Б, и, соответственно, далее уже решать уравнение относительно неизвестного параметра альфа. И альфа в данном случае равно 3. 20-е тестовое задание – это опять же функции спроса и функции предложения. И в этом задании нужно было определить, какой минимальный размер субсидии сделает выгодным производство сыра внутри страны. То есть эта субсидия нужна для того, чтобы снизить цену достаточно высокую, которая возникает при производстве товара на внутреннем рынке. И размер субсидии, правильный ответ 30. Так, далее. Это были тестовые задания для 9 класса. Теперь мы переходим к тестовым заданиям для 10-11 классов. Следует обратить внимание на то, что, в принципе, они пересекаются, и поэтому рекомендации на будущее при подготовке, допустим, если есть типовые какие-то задания для более младших школьников, да, то тоже их необходимо прорешивать, потому что задачи пересекаются. Блок 9, 10, 11 класса. Вот тестовые задания для 10-11 классов представлены у вас на экранах. Также включают в себя такие же блоки, как и для 9 класса, и имеют те же самые критерии оценивания. Первый блок, первая часть – это 5 вопросов формата верно-неверно, и каждый
Правильный ответ оценивается в 1 балл. То есть, как мы видим, первый вопрос такой же, как и для 9 класса, то есть при увеличении числа фирм на рынке равновесная цена всегда уменьшается, правильный ответ нет. Далее, второй вопрос, это вопрос по Центральному банку. То есть в данном случае необходимо знать, что же такое стимулирующая монетарная политика и, соответственно, какие компоненты она в себя включает и как при этом логически выстроить цепочку изменения цены облигаций. То есть в данном случае происходит скупка Центральным банком облигаций, таким образом изымаются деньги с системы и происходит, естественно, это вызывает рост цены облигаций, то есть правильный ответ «да». Третье тестовое задание про соревнования двух стран. Это такой же тестовый вопрос, как и для 9 класса. Правильный ответ в нем «да». Четвертый тестовый вопрос по средней заработной плате тоже соответствует, тоже точно такой же, как и в 9 классе. Правильный ответ «нет». Пятый тестовый вопрос у нас про товарный налог на конкурентном рынке, как он влияет на равновесный объем. Здесь правильный ответ «да». Часть вторая включает в себя 5 тестовых вопросов, каждый из которых оценивается по 3 балла. И как мы опять же видим, тоже есть повторение с заданиями, которые мы видели для 9 класса. То есть это премия по экономике, правильный ответ 3, причем в том же формате. Это доля валового внутреннего продукта, тестовое задание 7, правильный ответ 1, 1,5, тестовое задание 8. Производство благ X и Y, правильный ответ 2. Так, далее, 9 вопрос, он уже другой. Какая мера государственного вмешательства на монопольном рынке некоторого товара не может привести к росту объема продаж этого товара? То есть здесь нужно показать, выделено слово «не может привести к росту объема продаж». И правильный ответ 3, то есть это назначение минимальной цены. Так, в 10 вопросе опять же речь идет о кредите, который мы берем на 2 года. Нужно выбрать, когда у нас переплата будет минимальной, то есть эта задача тоже повторяется. И правильный ответ, как в прошлом случае, это 4, да? 4 правильный ответ. Так, часть 3, тестовые вопросы, в котором правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 5 баллов. Про покупателей облигаций тоже вопрос повторяется. Правильный ответ 4. 12 тестовый вопрос. В нескольких странах на внутренних рынках товара X функции спроса убывают, а функции предложения возрастают. И где будет находиться, соответственно, мировая цена? И правильный ответ 3. Далее, в 13 задании нужно выбрать правильные утверждения. То есть, в принципе, это тот же самый вопрос, что и для 9 класса, и все 4 варианта ответов являются верными. То есть такой формат тоже в отдельных случаях сбивает тех, кто пишет ответы на задание. Так, далее, 14 тестовый вопрос про население страны, который состоит из 2 групп. И опять же мы должны знать, что же такое коэффициент Джини и какое значение примерно он может принимать. В данном случае правильный ответ 2. Так, и 15 тестовый вопрос тоже повторяется из 9 класса. Правильные ответы 1 и 4. Так, переходим к 4 части вопросов для 10-11 классов. Это открытые варианты, и каждый правильный ответ оценивался в 7 баллов. Так, 16 тестовый вопрос. Это спрос на продукцию монополии. В данном случае правильный ответ 10. Так, 17 тестовый вопрос.
17-й тестовый вопрос, когда мы должны найти максимальную сумму завод готов заплатить государству, чтобы оно отменило квоту. В данном случае правильный ответ у нас второй. Так, в 18-м тестовом задании у нас правильный ответ 8-й. То есть здесь нужно обратить внимание, что нужно воспользоваться формулой ценообразования монополии, ее правильно применять. Так, 19-е тестовое задание. Так, да, то есть оно тоже повторяется с задания для 9 класса, и правильно ответ 3. И 20-е тестовое задание тоже у нас повторяется, правильный ответ в нем будет 30. Вот. В целом, конечно, по тестовым заданиям сложности возникли именно с последним, с блоками, с третьим блоком, где нужно было выбрать несколько правильных вариантов ответов. Вот. И, конечно, знание терминов тоже не помешало бы всем нам, и плюс еще знание общей ситуации, да, и тех современных тенденций, которые есть сегодня на рынке. Вот. А теперь мы и в экономике, теперь мы с вами перейдем к задачам. Это второй тур Олимпиады по экономике для 9, 10, 11 классов. То есть в данном случае тоже были некоторые повторения в заданиях, что нужно учесть нам на будущее. И начнем с задач для 9 класса. Так, каждая задача, если она была решена правильно, оценивалась в 30 баллов. Вот. Понятно, что ход решения мог быть различным, но нужно было соблюдать экономическую логику, при этом не делать каких-либо, не допускать арифметических ошибок в ходе решения задач. За какие-либо помарки, орфографические ошибки и так далее баллы не снижались, то есть штрафные баллы не начислялись. И, в принципе, если были какие-либо общеизвестные истины, не было необходимости в их доказательстве. В то же время в ходе оценивания было обращено внимание на то, что если задача требует решения, последовательного решения, то каждый пункт задачи, ответа должен быть четко обозначен, и этапы решения задачи должны быть видны нам, как членам жюри. Так, в ходе решения задачи, в ходе проверки ответов на задачи использовалась схема классификации некорректностей. То есть в целом, так сказать, общий термин ошибки, да, включал в себя 3 составляющие: это недочеты, собственные ошибки и некоторые изъяны. В зависимости от их наличия определялся итоговый балл. То есть максимальный балл можно было получить, если было полное верное решение поставленной задачи без каких-либо недочетов. Если уже возникали те или иные недочеты по каждой задаче, они имеют свою специфику для каждой конкретной задачи, для каждой конкретной ситуации, то в этом случае уже баллы снижались до 25. Если допускалась ошибка, то есть что есть ошибка для каждой задачи, тоже определено, и это мы все это учитываем, сейчас поясним, то, соответственно, уже балл был балл был ниже, он спускался до 20 и так далее. В принципе, в отдельных случаях, даже если задача решена неверно, но при этом мы видим, что есть определенное минимальное продвижение, да, то есть какие-то либо плюсы, то, что можно действительно оценить, это все оценивалось, и здесь балл проставлялся на уровне 5. Но это тоже в зависимости от той или иной задачи. Так, и вот мы сейчас перейдем к разбору соответствующих задач. Это задача
Задача первая, вот так она выглядела у вас в заданиях. Это задача по лоббированию. Может быть, Галина Андреевна по содержательной части пояснит? Пожалуйста. Так, добрый день, уважаемые участники. Значит, задача первого лоббирования, она была одинакова и для школьников 9 класса, и для школьников 10-11 класса. Что требовалось задач? Известно, что страна, обладающая ходовыми ресурсами в размере 200 единиц, производит с помощью два товара X и Y. То есть максимальная емкость рынка – это 200 единиц. Однако возможно изменить пропорцию обмена с помощью лоббирования. Известно, что стоимость услуг лоббистов равна 50 единиц. По условию нам необходимо построить кривую торгово-лоббистских возможностей и вывести соответствующее аналитическое выражение. Как уже упоминалось, существует 3 вида некорректности. И одним из основных недочетов, которые встретились нам при проверке, это то, что не было пояснено, почему лоббирование цены X, цены товара X может быть выгодно. В данном случае будет пропорция обмена равна альтернативным издержкам и, соответственно, никаких выгод от торговли для страны не будет. Значит, нам требовалось составить уравнение кривой торгово-лоббистских возможностей. То есть мы определяем, что сумма x и y равняется 200. Это максимальная мощность производства. И далее мы вводим условия лоббирования. Как минимум однократно одно повторяется. И получается, что x плюс 2y равняется 150 или x делить на 2 плюс y равняется 150. Исходя из двух уравнений, как первым обозначили, y равняется 200 минус x, y равняется 150 минус x делить на 2, мы строим график и получаем кривую, которую нам нужно было найти по условию задачи. Стоит отметить, что можно было как выразить уравнение через y, так и сделать обратно, выразить уравнение через x. И то, и другое является допустимым. Главное, чтобы было правильно отмечено уравнение на графике x, y, и была построена система уравнений. Среди недочетов, которые были отмечены, также допускается. Участник допустил ошибку в преобразовании выражений или в расчетах. То есть, если у вас была некоторая арифметическая ошибка, то это не была грубая ошибка, это было недочетом. Среди более грубых ошибок это ошибка, которая впоследствии привела к грубым нарушениям и неверным выводам. Среди изъянов, если участник, то есть те, кто решали задачу, неправильно определили направление экспорта. То есть посчитали, что страна должна производить и экспортировать именно X, а не Y. И если участник содержательно неправильно находил кривую производственных возможностей, торгово-лоббистских возможностей, то это также считается изъяном, который повлиял на суммарное количество баллов. В числе минимальных продвижений отмечается, участник аналитически или графически построил кривую производственных возможностей. То есть была проведена операция лоббирования, и она экономически грамотно была отображена при решении задания. И следующее продвижение, если имеет место наличие объяснения, почему выгодно экспортировать Y, но не выгодно экспортировать X. Значит, максимальное количество баллов, как было сказано, это 30. Если были некоторые недочеты, то было поставлено 25 баллов. Если отмечается одна ошибка, 20 баллов. Если одна ошибка и несколько недочетов, 15 баллов. Если уже несколько ошибок, то ставится 10 баллов. Если решение неверное, но мы могли отметить некоторые продвижения, то участник получил 5 баллов. Если решение в целом неверно, то, соответственно, 0 баллов. Так, мне хотелось бы добавить, что, к сожалению, большинство участников Олимпиады не решили данную задачу, и поэтому на будущее, да, то есть мы должны проработать вопросы построения кривых торговых возможностей и вопросы, касающиеся теории сравнительных преимуществ.
Так, пожалуйста, перейдем тогда к следующей задаче. Вторая задача для 9 и для 10 и 11 классов — это две разные задачи. Вторая задача для 9 класса — борьба с пробками. Стоит отметить положительный момент, что очень многие участники на хорошем уровне справились с этой задачей. Здесь максимум также 30 баллов, однако есть 5 подчастей задачи, за каждую из которых можно получить 6 баллов. Можно ведь было решать задачу двумя путями. Первый путь несколько более сложный, то есть там составляется система неравенств. Второй путь более однозначный, исходя из того, что мы предполагаем, что при условии, что каждым видом транспорта хотя бы кто-то пользуется, время в пути обоими способами будет примерно одинаковым. Но в данном случае возникает не целое число, и важно было обоснование того, почему мы округляем в большую или меньшую сторону. К сожалению, у многих участников были получены значения дробные, но далеко не все смогли объяснить, почему их нужно округлить. Значит, в том случае, если мы округляем значение в большую сторону, то есть колеблющийся человек у нас отправляется на автомобиле, мы получаем, что время в пути на автомобиле увеличивается, время в пути на метро остается прежним. То есть типичному автомобилисту невыгодно пересесть на метро. С другой стороны, если у нас округление происходит вниз, то время на автомобиле у нас становится чуть больше, чем время на метро, но переключение также становится невыгодным. В том случае, если задача была решена вторым способом, но не было объяснено, почему нужно округлять, то вместо 6 баллов мы ставили 3 балла. Если при решении задачи были допущены некоторые арифметические ошибки, то за каждый пункт снижался за каждую ошибку 1 балл. Если участник при решении допустил также арифметическую ошибку, и ответ сразу был получен целым, то вместо 6 баллов также проставлялось 2 балла. Да, здесь хотелось бы отметить, что все-таки большинство участников пошли вторым способом, да, и который потребовал округления, причем объяснение, почему округляют именно в ту или иную сторону. К сожалению, вот этого объяснения сделано не было, и поэтому очень много баллов мы в данном случае потеряли. То есть на будущее мы должны понимать, что при решении подобного рода заданий, хотя здесь напрямую и в самой задаче не сказано о том, что нужно пояснить вот именно как мы проводим округление, это нужно делать. То есть разъяснять, почему мы округляем в ту или иную сторону в отдельных случаях нарушения каких-либо определенной математической логики. То есть в данном случае экономическая логика, она превалирует над математической. Так, дальше, пожалуйста, прибыль это. Значит, третья задача — прибыль — это не все. Эта задача оказалась достаточно сложной для наших участников, не все смогли с ней справиться. Стоит отметить, что здесь уже требовалось достаточно серьезное знание математического аппарата и умение его применять для решения экономического задания. Значит, здесь стоит обратить внимание на то, что не все смогли выразить функцию безработицы. Это означает, что была засчитана ошибка, то есть использована неверная формула для расчета уровня безработицы. Значит, из числа недочетов участник допустил ошибку в преобразовании выражений, расчетах или дифференцировании, не упростившую решение. То есть в ходе решения этой задачи вам нужно было преобразовать функцию b так, чтобы она зависела от одной переменной. Если этого не было сделано, то это как минимум недочет. Если в дальнейшем вы не получили правильного ответа, то это уже в зависимости от конкретного решения либо ошибка, либо изъян. Также стоит отметить, что необходимо было проверить достаточные условия максимума, то есть найти вершину параболы и проверить, вверх ли она идет вверх или вниз. Если хотя бы один раз этого не было сделано, то отмечается недочет. В числе ошибок также
Участник не провел расчетов по тому, сколько работников наняла бы фирма, если бы она максимизировала прибыль. И также участник допустил ошибку преобразования в приложениях, которая привела к существенному искажению результата. В ряде работ мы отмечали то, что было правильное начало работы, были записаны формулы, однако впоследствии они не были доведены до логического конца. Значит, и в качестве главного изъяна считается, что участник не выяснил, сколько работников наймет фирма с заданной целевой функцией. Однако минимальное продвижение, если задание в целом выполнено неправильно, не была сделана попытка выразить целевую функцию B, преобразовав так, чтобы она зависела от одной переменной. Так, в этом задании мне хотелось бы обратить внимание, что мы начинаем в любом случае разбор данной задачи с понимания того, что такое прибыль, да, что она равна совокупные доходы минус совокупные расходы, а уже затем переходим и поднимаем вопрос уровня безработицы. Так, и что еще? Поскольку при оценивании данной задачи в качестве ошибок рассматривался вопрос о том, что не определены, в какую сторону будут направлены ветви параболы, то здесь хотелось бы в качестве, опять же, таких вот рекомендаций на будущее сказать, что нужно прорабатывать вот соответствующие разделы математики, связанные с построением парабол и перемещением, размещением ветвей, точки максимума и вопросы дифференцирования, то есть должны быть на автомате у участников Олимпиады по экономике. То есть все задачи, которые, как мы уже видим, уже мы находимся на третьей задаче, очень требуют хорошего знания математики, алгебры и геометрии. Так, следующая задача у нас, Ирина Андреевна тоже, наверное, нам расскажет про солнышко, про автобусную компанию. Географическое разнообразие. Следующее задание географическое разнообразие. Нужно было определить максимальную прибыль фирмы «Солнышко». Решение задания нужно начинать было с того, что мы находим общую прибыль организации, исходя из имеющегося условия. Далее нам нужно было использовать формулу арифметической прогрессии, как раз то, что подтверждает ваше знание математического аппарата. И посредством преобразования нам нужно было выразить прибыль через цену билета в этот город. Важной особенностью является, что нужно было определить оптимальное значение, то есть оптимальное количество городов. Если этого не было сделано, то, соответственно, это как минимум недочет. Значит, другие недочеты. Участник допустил ошибку в преобразованиях выражений, в расчетах и дифференцировании, то есть большая часть ошибок связана с тем, что не была использована формула математической прогрессии, выражение не было упрощено. Также общее замечание хочется сказать, что при проверке выяснилось, что многие значения были найдены методом перебора при простой подстановке. Следующий недочет. Участник определил, какое количество городов максимизирует прибыль, но не учел целочисленность. То есть по ходу решения у нас получается вершина параболы 49,5, и нужно было принять решение, какое число взять, 49 или 50. Кроме того, также надо было объяснить, какова вершина параболы, нужно было это рассчитать, и нужно было показать ветвь направо вверх или вниз. Следующий недочет. Участник не посчитал численное значение максимальной прибыли. То есть задача была в целом решена, однако последние действия не были выполнены. То есть не было подставлено значение для расчета. Ошибки. Участник использовал неверную формулу для расчета суммы арифметической прогрессии. Далее участник допустил ошибку в преобразовании выражений, которая привела к существенному искажению результата. И изъян: участник не стал искать оптимальное значение n. То есть он попытался максимизировать суммарную прибыль, но посчитал, что ответ можно оставить в зависимости от n, не подставляя
окончательное значение. И минимальное продвижение участник все-таки смог максимизировать прибыль одного из городов, но дальнейшие действия не были выполнены. Так, то есть в этой задаче мы обращаем внимание на то, что каким образом мы определяем максимальную прибыль, и также отталкиваемся от того, что есть совокупные доходы, есть совокупные затраты, совокупные доходы, при этом определяется как цена на объем продаж, объем производства. И допускается еще один из способов решения данной задачи, но при этом в этом способе мы с вами должны знать и пользоваться формулой взаимосвязи индекса Лернера и эластичности спроса. То есть опять же требуется хорошее знание математики, умение работать с арифметической прогрессией, квадратными корнями и так далее. Это были задания для 9 класса, а теперь мы перейдем к задачам второго тура 11 и 10-11 классов. Критерии оценивания не меняются, они остаются такими же, как и для 9 класса. То есть максимальный балл 30 баллов мы получаем за полное верное решение задачи без недочетов, 25 баллов за верное решение, если в нем есть один или несколько недочетов, 20 баллов, если решение в целом верное, но в нем есть одна ошибка, 15 баллов, если решение в целом верное, однако в нем есть одна ошибка и один или несколько недочетов, 10 баллов в решении имеется несколько ошибок или один изъян, и наличие недочетов не имеет значения. 5 баллов мы получаем, если у нас есть минимальное продвижение. Если же решение участника в целом неверное, минимальное продвижение вообще отсутствует, то данная задача оценивается как 0 баллов. Задача первая да, для 10-11 классов лоббирование, эта задача повторяется, да, мы ее уже не будем с вами разбирать. Критерии оценивания тоже, как я уже сказала, в целом не меняются, то есть недочеты, ошибки, изъяны, и засчитывается минимальное продвижение, то есть минимальный вклад школьника. Задача вторая достаточно интересная, это внезапный Центробанк по закрытой экономике, когда Центральный банк неожиданно применяет меры сдерживающей денежно-кредитной политики, и там происходит изменение предложения денег. На сколько процентов и в каком направлении в результате этой меры изменится реальная заработная плата работников. То есть нужно увязать меры Центрального банка, да, и, соответственно, изменение реальной заработной платы работников. То есть в данной задаче нужно было найти равновесие на рынке в зависимости от параметров, получить функцию совокупного предложения всех фирм, затем выйти на равновесие, решить вопросы, касающиеся денежной массы, и в итоге мы получаем, что реальная заработная плата выросла на 25%. Так, при проверке решения данной задачи использовалась схема, опять же, некорректности, то есть зачеты, изъяны, недочеты. И, возможно, были следующие недочеты, то есть это допущение ошибки в преобразованиях, выражениях, расчетах, но при этом эта ошибка не упростила решение и на ответ существенно не повлияла. Недочет второй. Участник не проверил достаточные условия максимума, то есть нашел вершину параболы, но не проверил, что она имеет ветви вниз. То есть опять же мы возвращаемся к пониманию того, что нам необходимо расписывать, что мы получаем в итоге параболу, и где находится ее точка максимума, и в каком направлении располагаются эти ветви. То есть хорошее знание математики нам здесь просто необходимо. Ошибки. Ошибка первого типа. Участник допустил ошибку в преобразовании выражений, расчетах и дифференцировании, приведшую к существенному упрощению дальнейшего решения, появлению несоответствующих экономической логике результатов или качественному искажению результата, например, снижение реальной заработной платы.
Ошибка второго типа – неправильно определены направления изменения денежной массы. И минимальное продвижение в данном случае допускается, когда участник нашел функцию предложения фирмы или функцию спроса на труд, даже при проверке достаточных условий. В целом, как справились с этой задачей? В целом, Да, это вторая задача. В целом, не все смогли справиться с этой задачей. Хочется отметить, как именно в этой задаче, так и в других заданиях второго тура довольно часто участники опускали пояснительную часть своих решений. То есть был проведен некоторый ряд действий математических, но далеко не везде были пояснения к ним. То есть не было обосновано, почему участник решил задачу тем или иным способом. Так, и задача 3 и 4, да, они повторяются, то есть это те же самые задачи, которые были даны для 9 класса, мы о них уже разговаривали, да, общались. Значит, в принципе, вот это все задания, которые были представлены на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Если у вас есть вопросы, задавайте. Да, то есть еще раз хотелось бы обратить внимание, что в данном случае нужно сделать акцент именно на хорошее знание математики, математического аппарата и не игнорировать вот, действительно дисциплины алгебры и геометрии. То есть они лежат в основе вот, успешного прохождения всех этапов, наверное, вот этой олимпиады по экономике. Большое спасибо. Спасибо, Ирина Николаевна. Да, сегодня у нас, получается, завершился анализ олимпиадных заданий Всероссийской олимпиады школьников региональный этап по предмету экономика. Соответственно, если у вас появилась необходимость в показе работ, смотрю, некоторые обращения к нам поступали, прошу направить все-таки их на электронный адрес. Электронный адрес указан в чате. Соответственно, мы увидим и в ответ уже на ваше письмо, чтобы там уже чат этот не искать, мы сможем вам на работу направить. Да, Николай, конкретно вам тоже. Вы сможете посмотреть, посмотрите, за какие задания, сколько вы баллов получили. Так как у нас данный предмет проводился, там, скажем, с применением дистанционных технологий, соответственно, показ работ мы организуем по электронной почте. Если вы после показа работы остались довольны выставленными результатами, то, соответственно, на этом процедура заканчивается, мы подводим предварительные итоги. Если же при показе работы у вас есть какие-то обоснованные, скажем так, замечания по выставлению баллов не к заданиям, а именно к выставлению баллов, вы можете подать апелляцию, она подаете в электронном виде, то есть тоже посредством электронной почты. На это вам дается сутки после того, как вы получили работу, и, соответственно, после этого уже проводится сбор апелляционной комиссии и подводятся уже предварительные итоги. Официальные итоги по первой группе предметов, а экономика в нее входит, будут подводиться 6 февраля. Поэтому все остальные вопросы предлагаем вам направлять по электронной почте, либо звонить нам в адрес регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей Республики Коми. На этом заканчиваем. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Тут немножко спешат. Нет, я по тем смотрю. В принципе, спасибо. Работу вы принесли, да? Да, мы работу принесли, но Надо решить. Мы его не закончили, потому что мы
информацию, что-то ждали. А мы вот такой свод сделали. Девочка, подойти, она А мы